Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в нашей прошлой передаче был сделан акцент на том, что помимо приумножения любви Божьей, очень важно еще и изучать сознание. И мы говорили о том, что изучение сознания очень важно, потому что это позволяет человеку твердо идти по пути духовному двумя ногами. Одной из которых, соответственно, является стяжание любви Божьей, а другой — это работа над собой, изучение самого себя. Изучение себя позволяет человеку понять, что он прежде всего не сознание, как им манипулирует шайтан. И самое главное, когда ты понимаешь, кто есть кто, то это помогает на пути духовном быть сильнее, увереннее, спокойнее. И вот как вы сказали в прошлой передаче, что путь духовный, он легко преодолим для каждого человека, что сложным преодоление этого пути духовного делает именно сознание и те соблазны, которые идут к нам от шайтана. Что на самом деле шайтан, дьявол, система, он не проявляет насилия какого-то для того, чтобы сбить нас с пути или для того, чтобы мы творили зло. Он всего лишь дает нам мысли, которые мы выбираем. Не шайтан творит зло, а зло творят сами люди. И зло по отношению к самим себе и по отношению друг к другу. Поэтому очень важно и крайне важно понимать, кто ты. И самое главное — это понимать, что именно ты выбираешь в каждом дне, каким мыслям ты отдаешь предпочтение. И вот самый, наверное, частый вопрос, который нам задавали относительно мыслей, заключается в следующем. А как отличить мысли, которые ты выбираешь как личность? Мысли, которые тебе во благо, которые способствуют твоему духовному развитию, от тех мыслей, которые навязываются тебе сознанием. И в результате этого шайтан или демон берет тебя за поводок и ведет туда, куда это ему нужно. Вот вопрос в этом заключается. Как отличить мысли, выбираемые личностью, от мыслей, навязанных шайтаном? На самом деле легко. Есть мысли, которые положительные для человека, а есть отрицательные. Ну, опять-таки, для того, чтобы в этом разобраться, ну, скажем, людям, которые не имеют опыта, все-таки нужно позаниматься над собой. Посидеть, понаблюдать за своими мыслями, как они приходят они в течение дня. То есть действительно на практическом опыте, скажем, осознать, наблюдая за собственными мыслями, так называемыми собственными, с откуда они появляются, как они зарождаются, что именно в этих мыслях приходит человеку и каковы последствия будут, когда человек их примет. То есть подвергать анализу, критическому анализу входящие мысли, особенно навязчивые. И, ну, скажем, немножко даже позанимавшись, если действительно потратить хотя бы там, ну я не знаю, хотя бы минут по 5 пару раз в день и в течение дня пытаться наблюдать, хотя бы пытаться, лучше наблюдать за тем, как приходят мысли, как это все происходит в самом человеке, то, я думаю, люди очень быстро разберутся сами, какие мысли положительные, а какие отрицательные. Единственная здесь разница заключается в том, какова цель самого человека. Понимаешь, и вот здесь очень много зависит от цели. Почему? Если, к примеру, человек занят работой, его цель, давай скажем проще, выживание в этом потребительском мире. Вот просто выжить. У человека такая ситуация, скажем, ему не хочется заниматься духовным, ему хочется просто выжить. Вот тяжелая экономическая ситуация, масса различных проблем. Кто не попадал в это, скажем, такие условия или такие моменты жизни. И человеку нужно решать целый ряд вопросов, порой довольно сложных, для того, чтобы найти выход, казалось бы, из безвыходного положения. Но здесь, даже в таком случае, очень важно наблюдать за своим сознанием. Почему, друзья? Потому что как раз вот такие ситуации, они и происходят потому, что мы не наблюдаем за тем, что к нам приходит извне. Я имею в виду как раз наши идеи, мысли, за которыми следуют наши поступки, наши действия. Мы принимаем решение сделать шаг влево или шаг вправо, а разница огромна.
Вот простой пример. Идем мы по тропе, да? Давай представим: болото, тропа, Мгм. шаг влево или шаг вправо — это однозначно смерть. И нам нужно идти все время прямо и ровно. Важно? Важно. Важно. А когда мы соблазнились, отвлеклись, забыли, что мы в действительности находимся сейчас на тропе жизни, и сделав шаг в сторону, это будет, для нас последний шаг. Это важно? Важно, конечно. Можем мы отвлечься? Можем. Когда мы прошли 5-10 минут, мы еще можем сохранять бдительность. Но если мы идем целый день, то мы помимо дороги, вот этой тропы жизни, мы начинаем наблюдать за природой, отвлекаться. Для нас это становится обыденным, приевшимся таким вот пейзажем. Естественно, мы можем потянуться за птичкой, за каким-то камышиком, еще за чем-то, просто забыться, расслабиться и все. Правильно? Мгм. Но кто создает нам эти условия? Опять-таки, кто и почему нас привел в это болото, что мы оказались в такой сложной ситуации? И вот если анализировать это все, прошлые мысли, наши поступки, наши ошибки, да, мы будем видеть те моменты, где мы совершили роковую ошибку и что-то не сделали, или наоборот сделали что-то не то. И вот оказались мы в этом болоте, с которого теперь нужно искать выход. Мгм. Но вопрос в том, что те мысли, которые были предшественниками наших действий, вспомнить мы не сможем. Это правда. И вот эти вот негативные мысли, которые создают для нас проблемы, мы упускаем в последующем. Мы потом ищем оправдания своим поступкам. И когда находим, скажем, тот момент, в котором мы поступили неправильно, мы его все равно воспринимаем как целостно. Мгм. Правильно? Мгм. То есть мы ж не видим, что нам рассказывал перед этим шайтан в нашей голове. А это в действительности шайтан только мог завести в проблемы, когда мы все свое внимание отдаем на банальное выживание, когда мы должны продумывать каждый шаг для того, чтобы выйти на твердь из этих болот. И вот если человек погружен в материальный мир, может быть такая ситуация. А если человек стоит на духовном пути, это совершенно другое. И здесь контроль мыслей уже должен быть на совершенно другом уровне. Почему? Потому что если в потребительском формате человек живет, с обычными нашими земными жизнями и проблемами, Мгм. не думая о духовном, как все, скажем так, то и мысли просты. И сложность вся заключается как раз в процессе выживания или же накопления. Все очень банально и просто, и очень шаблонно. И если человек становится на духовный путь, то здесь совершенно другое. Здесь масса соблазнов, масса сомнений, отвлечений. И вот здесь уже нужно смотреть не просто за мыслями, а я бы сказал так, здесь нужны уже специальные практики для того, чтобы ловить эти мысли, когда они еще не зашли. Вот простой пример приведу. К примеру, вы заняты чем-то, неважно. Давай скажем, чем может быть человек занят, да? Вот сосредоточился, вышивает, Мгм. да? Вот. Для женщин это актуально. Для мужчин, разбирает какой-нибудь двигатель ненужный. Мгм. Неважно. Мы заняты. Крутим отверткой или работаем спицами. Мы сосредоточены на работе. И здесь приходит нам мысль. Мгм. Мы вспоминаем человека, с которым когда-то у нас был конфликт. Или даже не было конфликта, но мы его что-то вспомнили в негативе. И мы чувствуем, как в нас закипает эмоция. Мгм. Мы уже не видим того двигателя, мы уже забыли за то, что мы вышивали. Правильно? Да-да-да, Мы захватывает. уже начинаем спорить в Мгм. голове, что-то доказывать. Уже у нас пошли какие-то комбинации. И вот здесь интересный момент. Мы что должны были? Просто поймать ту мысль, когда мы вспомнили за этого Мгм. человека, и не принять ее, да? Мгм. Или же не пустить эмоции? Хороший Что вопрос. первее, да, что идет раньше? Картинка или все-таки эмоция? И вот здесь давай я даже более острее создам Мгм. ситуацию. К примеру, находишься ты в острой ситуации. Неважно, какой, друг мой. Не важна ситуация. Бандиты к тебе подошли. Не бандиты, ладно, это слишком прямо. Подошли на улице люди,
которые спрашивают у тебя, который час, такого хулиганского вида. Потом они начинают у тебя спрашивать, почему ты так одет. Но явно придираются, да? И здесь ты принимаешь решение, что драки не избежать и бьешь первым. Вопрос: что первое пришло? Мысль? Вот ты принял мысль, что тебе нужно ударить первым, а потом, ну, или убежать, или драться дальше. Это такой вот момент острый. И вот знаете, что самое забавное? Что до того момента, когда вам пришла мысль о том, что ты должен сейчас ударить, или возвращаемся к нашему вышиванию и ремонту двигателя. До того момента, когда ты вспомнил о том человеке, и когда к тебе, друг мой, зашла эта мысль, которая начала создавать химическую реакцию, вот этот гормональный коктейль в твоем организме, прошло не менее 3 секунд. И вот здесь интересно становится, да? Потом еще где-то около полусекунды эта информация приходит от первичного сознания тебе как личности. Потом она возвращается уже с твоим одобрением, наполнена силой к действию. А в это время гормональный коктейль уже сформирован. И вот здесь ты или вступаешь в диалог с человеком в своем воображении, или реальному человеку ты, ну, скажем так, наносишь удар первым, для того, чтобы у тебя была хоть какая-то секунда, чтобы убежать или победить, скажем так. Ну, безвыходная ситуация. И вот здесь зарыта вся суть работы нашего сознания. Когда к нам она приходит как личность, осознаем мы ее как личность в первую очередь. Но после того, как ее восприняло первичное сознание. И вот до момента восприятия первичным сознанием приходит 3 секунды. А потом у нас где-то еще полсекунды идет обработка на ответ. И в это время мы чувствуем, ну, такой вот прилив там адреналина, скажем, или еще какого-то гормона, всплеск такой, или там целой комбинации этих гормонов к какому-то действию, к диалогу или к драке. И вот вопрос: если это наша мысль, то почему ж наш организм уже был заряженный, а думать мы начали намного позже? Разве это не явная манипуляция? Ну, некоторые могут сказать: так работает наш мозг. Подождите, друзья, наш мозг работает против нас? Это одна сторона. Другая сторона. А каким образом наш мозг думает? Простой вопрос. Ведь наши нейроны очень просты. И функционально они не способны думать. Обменные процессы, которые идут между нейронами, вот эти формирование новых связей и тому подобное, это заполнение пустот, скажем так. Если вот, ну, приведу простой пример. Гномик, да? Вот давайте представим гнома. Мы все представляем гнома в такой шапочке, да, такой интересной, в определенной одежке. Вот как нам навязана картина. А теперь давайте представим гнома, ну, скажем, в шапке викингов. Есть задержка, друзья. Почему? Потому что вы вначале вспомнили шапку викингов, потом у вас произошло, знаете, вот как в нейросетях сейчас сопоставление и формирование. И вот самое интересное, что наш мозг работает гораздо медленнее в таком режиме, чем нейросеть, и намного медленнее для того, чтобы создать, ну, такую вот зверюшку в голове. А теперь другой вопрос. Мы ведь его увидели в голове. Мы увидели шлем, мы увидели гномика, вначале просто гномика, потом увидели шлем, а потом наше сознание, так же как банальная нейросеть, сформировала нам этого гномика. И знаете, в чем разница? В форме, в одежде, в незначительных отличиях. Если мы начнем описывать этого гномика, у каждого свое. Почему? У кого какая картинка в голове засела. Так вот, мы сейчас с вами сформировали новые связи межнейронально. Почему? Потому что до этого момента у нас не было в голове гномика в шлеме викинга. А теперь он у нас есть. И вот в следующий раз, когда нам надо вспомнить будет, пройдет неважно сколько лет, десятилетий,
Если нам понадобится, наша нейросеть, она тут же выдаст этот рисунок. Без задержки уже такой. Совершенно правильно. И вот в этом суть работы нейронов нашего головного мозга. Вопрос: а где сознание? И сознания там нет. Там есть банальная работа той же нейросети. Ну, немножко другая, я скажу так, послабее, чем современные нейросети, подольше. Почему? Потому что происходит процесс согласования между первичным и вторичным сознанием. И вот здесь это правда. Плюс блок памяти наш. И память наша, она, к сожалению, не хранится в головном мозге. У нас другой носитель. И вот здесь масса интересностей Нам начинается. еще часто говорили наши друзья, которые идут по духовному пути, что они сталкиваются с ситуацией, когда сразу идет эмоция, они чувствуют, что что-то происходит, а картинка, как бы мысль вот эта не подтягивается первичным 100% сознанием. с тобой согласен. И с ними согласен. Человек способен воспринять вот этот гормональный коктейль, воспринять эмоцию, а потом только приходит мысль. И вот в таких случаях, если человек, да что такое, что со мной? То есть если он обращается к себе, начинает анализировать и вкладывает свое внимание в попытку, ну, скажем так, диагностики своего организма, да, что явилось причиной, да, прихода мысли, которая должна, ну, скажем, являться Дать реакцию. спусковым, да, спусковым механизмом нашей эмоции, проходит, как правило, даже до минуты. То есть огромная задержка, как только мы отвлеклись. Мы сломали эту комбинацию. Понимаешь? То есть по замыслу самой системы или нашего сознания, кому как удобно, друзья, мы должны были в это время хорошо покормить наше сознание. То есть наш ВРИЛ, нашу силу внимания мы должны были передать в значительной степени, скажем, нашему сознанию. То есть хорошенько проэмоционировать. И создается мощный эмоциональный всплеск внутри нас. Перед тем, как до нас только должна дойти картинка, только должна, скажем, информация поступить к нам как личность. Но мы уже почувствовали, сработали рецепторы, особенно когда работает против нас вторичное сознание на эмоции. Ну, это более сложная комбинация. И прежде чем ее передать первичному сознанию, для того, чтобы оно передало нам как личности, оно формирует в нашем организме коктейль. Но первичное сознание замечает это все. И тут же бьет тревогу. Почему? Потому что оно что же хочет перехватить? Не владея той информацией, а не всегда первичное сознание владеет информацией, которая, ну, готовит нам, скажем, вторичное сознание, и наоборот. То есть у них тоже, несмотря на то, что они близки, но разница между ними есть. Почему? Потому что первичное сознание — это первично, а вот вторичное — это довольно серьезно, скажем так. И формируется оно позже. И вот здесь есть серьезный такой разбег, понимаешь? Мы уже почувствовали, уже отреагировали, и где-то через минуту к нам только может прийти мысль. А если мы углубились в изучение себя, то мысль может вообще не прийти. То есть если мы начали это ассоциировать с чем-то, ну, с каким-то там прошлым всплеском или же с какой-то проблемой в организме, то это вообще может не прийти. То есть таким образом мы украли, вернее, не мы. Опять-таки, вот смотрите, Первично. оговорка, да, вроде бы, но так мы привыкли думать. Мы всегда ставим себя на место или первичного, или вторичного сознания. И всегда говорим: да, это ж мы, это ж я. А кто я? Разве ты сознание, друг мой? И вот здесь мы начинаем тоже входить в дискуссию, которая может длиться довольно длительное время в попытках разобраться, сознание — это я или не я. Особенно если, ну, с кем-нибудь из современных представителей науки психиатрии. Это может быть долго и весело. Почему? Потому что понятие «я» настолько неоднозначно на сегодняшний день, ну и по-разному оно трактуется в разных школах, даже на разных направлениях. Даже в психологии я не беру психиатрию. А по факту все очень просто. Кто такой я? Это личность. И вот очень важно понять, что ты, мой друг, не сознание, не первично, не вторично. Это всего лишь твои инструменты, а ты личность. И вот здесь хочешь, не хочешь, а заниматься надо. Надо изучать, надо наблюдать. Ну, можно этого не делать.
ну тогда можно жить как все, ну скажем так, не напрягаться. Говорят, а можно к Богу прийти? Вот через любой. Можно. Мы уже не раз отвечали по этому поводу. Конечно, можно. Любая религия, ну, по факту она ж ведет к Богу. Почему? Потому что в любой религии заложены зерна. А человеку, ищущему и жаждущему прийти в мир Господний, достаточно одного зерна для того, чтобы, взяв эту истину, понять и осознать. Потому что каждое зерно — это как каждая клетка нашего организма. Она несет в себе целостное понимание. То есть, отбросив все плевелы, оставив в себе одно зерно, благодаря ему можно в действительности прийти в мир духовный. Но, друг мой, по пути ты столкнешься обязательно с проявлениями демонов, дьяволов, джиннов, как бы мы их ни называли. Понимаете, это все эпитеты. Это в действительности эпитеты. В разных религиях их называют по-разному, но суть остается одна. Это самые близкие враги человека. Это настоящие враги человека. Это наше сознание. То, с чем мы настолько сросшись, что практически с каждого первого осознанного шага с детства и, ну, как говорят, до последнего вздоха, до последней мысли, порой мы даже не знаем, кто мы. Мы остаемся рабами под властью вот этих двух мошенников в голове. И самое смешное, они даже не в голове. Но должен сказать, что наш мозг по факту он честный. Мгм. Он просто, ну, как экран вашего компьютера. Да, могут быть сбои в пикселях, могут быть нарушения, но он Беспристрастен к выбору. беспристрастен абсолютно. Мгм. И вот это точно. Мгм. А вот вопрос, с которого мы начали, как отличить? Где Скажем, выбор от где личности, выбор, а где навязывается а где сознанием. навязывается? Мгм. И вот здесь я почему так долго рассказывал, чтобы было понятно, друзья, что на самом деле отличить очень легко. Если это мысль, контролируемая вами как личностью, если эта мысль позитивная, я имею в виду для вас, может она даже быть негативной для кого-то, но позитивная для вас, то эта мысль, она все равно может формироваться сознанием от системы, но она будет работать на вас и будет помогать вам. А если эта мысль деструктивная, и вы ее приняли, то естественно, что это может сказаться на вас, может помешать на духовном пути, сбить вас, отвлечь. Ну, борьба идет, вот чтобы понимали, за врил. Если вы понимаете всю ценность вашего внимания, если вы способны себя идентифицировать как личность, мы уже много раз рассказывали в прошлых передачах, как себя понять, как себя найти, как отличить, Мгм. где работа первичного сознания, где работа вторичного сознания, а где мы как личность. То есть, ну не будем повторять. Захотите, пересмотрите прошлые передачи, правильно? Мгм. Ну это тем, кто не видел. И вот здесь с позиции личности в данном случае, наблюдая за работой сознания, можно легко научиться и легко понять, что такое сознание и что такое, скажем, положительная и отрицательная мысль для нас, как для личности. И еще один момент. Наша личность, я повторюсь, мы об этом говорили, она не способна мыслить. Вот если мы посмотрим, как работает наше сознание, сели, успокоились и просто направили свой взор в свою, ну, наполненную мыслями голову, я так скажу, вы увидите, что все мысли, они дискретны. Даже если мы на чем-то очень сосредоточены и что-то делали, и вот здесь мы возвращаемся к ремонту двигателя, к вышиванию или встрече даже с какими-то, ну, не совсем доброжелательными людьми на улице, у нас все равно будет масса мыслей. Мы не сможем сосредоточиться на 100% на этом действии. У нас в это время все равно будет масса вариаций, различные Мгм. мысли, Мгм. и они все дёрганы, они все дискретны. То есть у них нет целостности. А если мы посмотрим, как воспринимает личность, это для тех, кто вот первый опыт, скажем так, осознания себя как личности, он удивителен. Знаете чем? Потому что нет мысли. Мы используем как личность для нашего процесса осмысления каких-то действий или каких-то ситуаций наше сознание все равно.
А как личность мы воспринимаем любую ситуацию целостно. То есть мы тут же улавливаем причинно-следственные связи. Мы видим начало и завершение. Мы видим, к чему приведет то или иное действие. Вот абсолютная картина. Мгм. И еще мы не воспринимаем ее картинкой. Мы воспринимаем как факт, как знание эту не мысль, скажем, а понимание. Мысль — это то, что производит наше сознание. Вот еще один очень интересный факт, который можно отследить, скажем так. И он многократно, собственно, и подтверждался, было сделано много работ на людях, которые владеют медитативной практикой и способны, скажем, погружаться в состояние, абсолютно в состояние личности. То есть, когда останавливается работа сознания и есть активность только личности. К примеру, на том же эмиссионном томографе работа нейронов нашего головного мозга очень хорошо видна. И вот когда человек входит в состояние такое особое, пусть назовем его медитативным, то мы видим затухание нейронов практически полное, то есть отсутствие мысли. Это сродни очень глубокому сну. Такая фаза глубокого погружения, когда идет торможение на коре головного мозга. Но в это время человек как личность остается активен. Но это не отражается на работе головного мозга. Мгм. На работе головного мозга отражается работа первичного сознания. То есть все картинки и все остальное. Ну и немножко, подчеркиваю, немножко, совсем может влиять вторичное сознание. То есть вторичное сознание напрямую крайне редко влияет на головной мозг. Почему? Потому что именно через нейроны, минуя первичное сознание, оно проходит к нам как до личности. Это зачастую все равно это редкое явление. Чаще всего все равно вторичное сознание использует первичное сознание для донесения нам информации. А вот когда происходит вот этот разрыв или замещение, мы можем видеть это все в практиках, допустим, той же гипнотерапии или же каких-то фокусов с гипнозом и тому подобное, когда устраняется первичное сознание и вместо него работает уже оператор. То есть, это тоже такой интересный феномен, скажем. Это мы разбирали как-то, во всяком случае, не тема сегодняшней передачи, влияние гипноза и как оно все происходит. Хотя мы уже рассказывали по этому поводу. Так вот, разница между работой первичного и вторичного сознания, собственно, огромна. И для человека крайне важно уравновесить их и контролировать. Я даже больше скажу. Вот многие из нас видели такую монаду инь-янь. Так вот, там два таких китенка, черные и белые. Мгм. И вот с глазиками. На белом черненький, на черном беленький. Так вот эта монада, она олицетворяет как раз равновесие двух наших сознаний. Потом, конечно, зародилась масса философий, пояснений, разъяснений добра и зла. Мгм. Мгм. Нет, это не монада добра и зла. Монада добра и зла как раз немножко другая, не суть. Но есть еще один интересный момент. К примеру, когда идет нехорошая, деструктивная мысль к вам, да? Мгм. Да, уже подготовлен вот Коктейль. этот коктейль в Мгм. организме, все уже на старте. Только вы об этом как личность не знаете, что Мгм. вас сейчас очередной раз ограбят. В буквальном смысле слова заберут огромную часть сил, которую бы мы могли потратить на свое духовное развитие или же на какие-то позитивные дела для себя лично. И здесь вы чувствуете какое-то напряжение, вот, что в организме что-то происходит. Да? Первичное сознание вам об этом донесло информацию. Но мыслей негативных нет. И картинок И нет. картинок нет. Мгм. И в этот момент приходит мысль. То есть вы видите картинку, которая с чем-то ассоциируется. И вы понимаете, что эта ассоциация может иметь негативные последствия при ее разворачивании. И имея опыт, и почему важно изучать свое сознание и нарабатывать эти навыки, имея опыт и понимая, что эта картинка ассоциативно с чем-то связана, а в вас уже бурлит коктейль, вы можете сделать очень полезное действие для себя, как для личности, то есть сохранить
массу энергии, ну и еще забрать ту энергию, которую потратило ваше сознание или система, скажем так. А ваше сознание — лишь часть системы. В сознании практически сил мало. Для того, чтобы вас атаковать, она использует силы системы. Но после того, как она забирает силу у вас в рил, вот сколько бы она ни взяла, она себе оставляет лишь 10-ую часть. И мы об этом говорили. А вот дань в 90%, ну это почти как современные налоги, знаете, оно отдает самой системе. Так вот, для того, чтобы получить эту силу и сохранить и приумножить свою, вполне достаточно просто углубиться, ну, в состояние, скажем, духовного покоя. И вот это волнение внутреннее, вот эту мысль вообще отнести, то есть выключить эту картинку и перенаправить вот это возбужденное состояние вашего организма, вот этот коктейль, на состояние покоя внутрь себя. И вы удивитесь. Ну, это такое ощущение, вот как, ну, я бы сказал, вот хорошо себя чувствуешь, да, и здесь вот занимаешься спортом, нормально, все, да, и открывается второе дыхание. Знаете, это как вот поднимаешь что-то тяжелое, а здесь раз оно так легче поднялось. Почему? Вот как на резинках, да? То есть вот Помогли. как что-то помогло тебе. Так и это. Ну, сравнить ассоциативно много с чем можно. Ну, это как помощь друга, скажем так. Ну, или проще говоря, да, вот нужны средства. А здесь раз смотришь, а у тебя когда-то ты отложил и забыл, а сейчас нашел. Ну, такая помощь от самого себя. Игорь Михайлович, я бы хотела акцентировать, что только что вы рассказали способ, как выкрутить комара. Ну, один из способов. Один из способов. Да. Это долгожданный подарок для наших зрителей, потому Но что на уже на самом протяжении деле, долгого времени да, они но просили об здесь, этом. но здесь нужно знать, как работает сама система. Если ты не знаешь, друг мой, то тебе тяжело будет. Ну и опять нельзя создавать прецеденты. Почему? Потому что опять-таки все эти вопросы, они, понимаешь, они на грани фола, я бы сказал. В каком смысле? Ну вот приведу простой пример. Вот сейчас мы рассказали. Вот Татьяна акцентировала на том, что это как способ выкрутить комара. И вот ты, мой друг, не имея хорошего опыта наблюдения за своим сознанием, начинаешь ловить этого комара, чтобы выкрутить. И знаешь, сколько ты потратишь за свое обучение? Очень дорого на самом деле. Вместо того, чтобы изучать сознание, можешь попасть на уловки собственного сознания, когда он тебе говорит: сейчас мы с тобой, дорогой, начнем выкручивать комаров. И любая мысль, которая приходит, мы ее сейчас вот передаем или скажем: не, послушай, как у тебя в организме, а вот видишь, что там тебе в левой пяточке зачесалось. Это уже вот коктейль готовит. Сейчас вот сознание против тебя или же на тебя бочку катит, как трансагентство, знаешь. То есть, это же естественные процессы. То есть то, что сейчас я озвучиваю, друзья мои, это естественная работа нашего сознания. Поэтому мы не должны попадать на эти уловки. Почему? Удовлетворить голод нашего сознания и уж системы в целом невозможно. Вот сколько бы ни давалось нам как личности сил, отдавая целиком и полностью, в конце дня оставаясь, ну я не знаю, как как в сказке, как бабушка у разбитого корыта возле своего тела, все равно ты не удовлетворишь и не наполнишь. Потому что это бездна, в ней нет дна. Сколько мы туда не кидали жизни, оно все уходит в мертвое. Поэтому надо беречь, надо быть аккуратным и бдительным по отношению к своей силе рил. Эта сила, она нужна для того, чтобы обрести жизнь. Поэтому изучать сознание нужно, но не нужно играться, ну, скажем, такими техниками, вот как мы сейчас рассказали, да, оно придет само. Не Не заниматься спешите. рейдерством. Совершенно правильно. Не заходите на его территорию. Почему? Потому что, пытаясь зайти на территорию сознания и победить сознание на его территории, знайте, что в это время сознание ставит вам сцену театральную. А на самом деле вы оплатили это представление и всего лишь как зритель, в данном случае как личность, находитесь в дальнем углу этого театра и наблюдаете за сценой. Так что, друзья мои, нужно все делать постепенно, правильно и желательно не совершая ошибок. Тогда И приятнее. не уходить с территории любви.
И вот это, друзья мои, самое главное. Нет ничего сильнее, чем любовь. И нет ничего желаний, чем любовь Божья. Поэтому, друзья мои, надо ее стяжать, надо ее накапливать. И чтобы больше было любви Божией в этом мире, мы должны с вами сами, скажем так, создавать условия для этого. А начинается все с простого. Давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо вам, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья. Мира вам.